Всем привет, друзья! Сегодня у нас на календаре 1 июля. И сегодня знаменательный день. 1 июля, день рождения моей дочери. Леночка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья, любви. Ты закончила 9 классов, получила аттестат. Чтобы у тебя все в жизни получилось, чтобы ты поступила, чтобы ты выучилась, чтобы сбылись все твои планы, которые ты наметила в своей жизни. В общем, Леночка, всего тебе хорошего. От души желаю. Ну а мы сегодня, друзья, что мы сегодня делаем? Завтра у нас намечается рыбалка. К нам сюда приезжает Влад, доктор. Многие уже его знают. У нас были совместные рыбалки и зимой, и летом. Не знаю, что у нас получится, потому что только что звонил Диме. Вода пошла на подъем. 2 дня уже прибывает. Будет клевать, не будет. Но 2 дня мы проведем на реке. Сейчас 6 часов вечера, 7 час уже. Я собираюсь ехать сплавить лодку, чтобы завтра не терять времени. Сразу подъехать, поставить мотор, загрузить вещи на машине, чтобы к лодке подъехать. В общем, так сказать, начальная подготовка к завтрашней рыбалке. Вот, как мы видим, у нас участок скошен, участок я скосил, картошку мы прокучили. Последняя съемка у нас была 24 июня, 6 дней назад. Картошка еще была только-только появилась была. Сейчас мы это все прокучили. И вот как мы шевельнули, вот у нас она пошла вверх. О, белый, белый. Ты как тут тоже провожает меня на рыбалку. Да, белый? Поехал я на рыбалку, просит свежатинки. Тогда съел. Каждый день по рыбке. День язь, день второй, день окунь, день второй. На 4 дня хватило вот тех 4 рыбок, которые я принес тогда. Туманчик тоже провожает, да, Туманчик? Так что берем ведерочку, сегодня маленькие. И едем, потому что мы не только сплавим лодку, да, Туманчик? Ай, Туманчик. Мы также возьмем спиннинг и по пути, пока будем сплавляться, покидаем. Ну и обратно, когда буду пешком идти, тоже покидаю спиннинг. Может, что-нибудь да попадется. Коту, Туману, а может и себе что-нибудь перепадет. Поехали, вот моя Нивушка. Погнали. Друзья, вы только посмотрите. В общем, пришел я на берег, снял моторку, отнес в будку. Думаю, ветер встречный, против течения, меня никуда не унесет. Дай-ка я здесь покидаю. В общем, первый же заброс. И вон, друзья, вот он, язь. Попал на мушку. И вертушка. Вот, в общем, только я закинул сюда, последовал сразу удар. И вот он красавчик. Зачем куда-то ехать, когда можно вон возле дома прямо ловить рыбу? Это здорово, я рад. Я даже больше рад не из-за того, что поймал рыбу, а то, что приду домой к белому не с пустыми руками. Меня по-любому он будет встречать, и по-любому он скажет мне спасибо за такое. Так что пока ветер здесь стихнет, будем кидать прямо сюда. Одену экшн-камеру, попробую это все заснять. Но ветер, я не знаю, как будет слышимость. Вода прет, да, вода поднялась. Ну ладно, все, в принципе, все готово. Но вниз, вон туда, против ветра, без мотора лодка не уплывет. А надо сплавить именно к съезду здесь, потому что на машине не съехать. Именно ее без мотора, потому что доктор приезжает со своим мотором. Свой мотор Suzuki я все-таки буду разбирать, доставать вертикальный вал и все-таки рихтовать. Ездить он ездит, но добивать не стоит, лучше его отремонтировать. Все, одеваю экшн камеру на голову и начинаю рыбалку. Здорово, друзья, у меня же настроение поднялось сразу, просто сразу. Это прекрасно. Ну что, поехали дальше. Северный ветер уносит в лесну. Совсем куда надо, ну
была поклевка, это радует. О, нет, это зацеп. Это, друзья, зацеп. Вот он, наш улов. Я уже доволен. А мне вон сплавится еще почти километр. Только надо ждать, чтобы затих ветер. Иначе я с этим... Опа, есть, друзья, есть. Вот он. Вот он. Есть поклевка. А этот на блесну. Я этот взял на блесну. Так. И я их, наверное, пока покидаю в лодку. Покидаю, потому что с ведра они все равно будут выпрыгивать. А в лодке, опа, в лодке они немного поплавают. 2 язя, пожалуйста. Буквально за пару минут. Это уже здорово. Зачем куда-то ехать, когда можно здесь ловить рыбу? Я понимаю, это все может как началось, так и прекратиться, но что есть, то есть. Вы сами все видели. Без особого напряга поймал 2 язя. Это здорово. Значит, рыба есть. По крайней мере, язь. И она хочет есть, и это радует. Ветер, конечно, будет создавать шум. Опа. Нет, зацеп. Так что пока выключаемся. До первой поклевки. Вот он, друзья, вот он. Вот он, друзья, вот он кабан. Вот он кабан. Взял на блесну. 3-й язь. Нормально. Я еще никуда не уехал, а 3 язя уже поймал. Да куда мне ехать-то? Мне надо было просто перегнать лодку. Что я пока не могу сделать. Я-то думал, самосплавом буду сплавляться и кидать. Но меня с таким ветром не будет нести по течению. Меня с таким ветром будет поднимать. Так что ждем, пока стихнет ветер. И продолжаем кидать. 3 язей мы уже уговорили. Как мы видим, раньше здесь был на перекате хариус. Вот тут перекатик. 2 года назад в этот же день я поймал 7 хороших харюзов на мушку. У меня даже есть ролик 1 июля, ко дню рождения посвященный. Они могут из лодки выпрыгнуть. Ладно, выпрыгнут так их части. Работают прямо здесь. Я поймал 7 штук харюзов, хорошенькие харюза на жареху. Это тоже было 1 июля. Оставлю ссылочку вот сверху здесь. Можете посмотреть, как это было 2 года назад. А сейчас вот ни одного хариуса. Сейчас только язь. Пока включалась камера, была поклевка, друзья. Опять сход язя. Такой хорошенький язек был. Не дошел до берега. Чуть-чуть выше вот поднялся, буквально 10-15 метров. Удар. Я даже не понял, на мушку или на блесну. В общем, это был язь стопудово. Я видел его. И он ушел. Значит, не мой. Значит, не мой. А где же мой язечек, дружочек? Главное, ни окуня, ни щуки, ни хариуса. Одни язи, блин. Действительно, кто-то мне в комментарии написал: скоро у вас, говорит, на Печоре
останутся одни язи. Ну, хоть что-то останется, и то хорошо. Будет язь, без рыбы не останемся. Язя я, допустим, вполне уважаю. С него можно приготовить, как я вам говорил, уже 101 блюдо. Надо только приложить к этому руки. Друзья, поклевкой зацеп. Нет, отцепился. Кто-то клюнул. Пока не вижу кто. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Четвертый, друзья, язёк. Снял на пятну. Немного поднялся вверх. Ну как жадно. Полностью тройник во рту. Не только кот будет доволен, будем довольны все. Я, наверное, сегодня сделаю ребрышки с язя, а остальное дам коту. И собаке тоже сварю кашку. Я-то думал, каких-то пару мелких окушков поймаю. Но никак не ожидал, что будут такие поклевки. Так, а что я хожу туда-сюда? Пока ведро достану, ведро буду складывать. 4 язя мы уже поймали. Здорово, здорово, друзья. Так, мы опять пришли на то же место. Что-то у нас блесна не крутится, понятно. Тина. Все камни покрыты тиной. Вообще 30 лет как на Печоре нет судоходства, и она просто цветет, река. Все-таки, что бы ни говорили, там судоходство вредит туда-сюда, но как перестали копать фарватер, как перестали ездить сюда, так и пропал хариус, так и начал появляться язь. Возможно, и в этом причина тоже. Нет волны. Опа. Зацеп. Нет волны, и получается, камни зарастают илом. Река зарастает все. Так, друзья, у меня летит язь. Но зацепился. Так, все, сошло. Есть еще, пока еще висит. Вот так вот. Еще один язечек. Еще один язечек, мой дружочек. Смотрите, как он жадно опять взял. На все полностью проглотил тройник. Так, этого пока ведро, чтобы 100 раз не ходить туда-сюда к лодке. Так, это у нас, не помню, 4-й или 5-й уже. Клюнул, и сразу же был зацеп. Ну ничего, отцепились. Вон тут трава, и в этой траве он походу стоит. Проблематично провести через траву. Цепляется, а трава крепкая. Попробую ниже травы, вот так вот. На самом перекате язи. Вот тут вот перекат, где я 2 года назад ловил хариуса. Сейчас ни одного всплеска хариуса. Всего весь хариус куда-то ушел. Выгнали язи, видать, нашего хариуса. Ничего страшного. Будем, значит, гонять язей. Ох. Блин, опа, есть, ничего себе.
Закинул сход. Закинул почти на середину и сразу последовал удар. И сход. Что-то было, но ушло. Ладно. Не отчаиваемся. Так, попробуем кинуть дальше. Может, там действительно что-то он подальше. Вот, друзья, смотрите, она как далеко летит блесна. Вон. Не знаю, метров 50, наверное, точно, если не больше. 60, может быть, даже. Хотя она не такая и тяжелая. Типа двоечки, наверное. Так, пока тишина. Выключаемся, берем паузу. Так, опять бросок на середину. И опять на середине была поклевка. Вот она. Я не знаю, кого-то несу. Главное, чтобы в траву никуда не зацепился. Нет, траву прошли. Пока идет. Подвязок. Взял на мушку на этот раз. Взял, друзья, на мушку. О, как раз вот такой средний подъезд. Как раз коту вкусняшка. Так, ёшкин кот, такой большой, глазу не видишь. Так что он получается у нас, что по всей ширине, вот до второго уже, третьего даже, вот там вот на середине, он далеко кидаю туда, и там вот за травой получается, вот по центру берет на перекате. Трава. Вот если до травы попадет, то проще траву пройти. Пустой крючок, он сразу цепляет вон траву. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так вот. Вот как далеко закинули. Сейчас обязательно должна последовать поклевка, я так думаю. Нет, нет, нет. Нет, так нет. Ладно, потихоньку. Немножко ветер утих, еще немножко сейчас к вечеру утихнет. И мы поедем сплавляться. А у нас уже где-то, наверное, 5 или 6 езей уже есть. Так что мы их таскать не будем. Куда-нибудь здесь закинем. Пакет какой-нибудь. Обратно-то пешком надо будет идти. Ну что? Нет? Ну нет, так нет. Вот он, друзья. Хапнул. Хапнул. И пока идет, вот он идет. Не хочет идти на берег. О, хороший какой. Вот он. Вот кабан, а. Грамм 700, наверное. Опять взял жадно. Опять за 3 крючка. О, тихо. Видите, как разговаривает. Аккуратней, аккуратней. Я ж тебя отцепляю. Так. Ну, этот, наверное, выпрыгнет, конечно. Так, ладно. Как мы видим, улов растет. Пойду отнесу их в лодку. Там они уже поживут подольше. И потихонечку опять будем подниматься вверх. А может, и там покидаю. Подвязок, один ясь и один язище. 3 штуки. 3. И там у нас 4. 7 штук. 7 штук. Вот
такая вот дружная компания у нас уже. Не отходя от кассы. Вот он мой дом. А вот она река Печора. Богатая язями. Так, надо руки сполоснуть. Сразу не сполоснул. Рукоятка в соплях стала. Так что язи есть, язей можно ловить на что угодно. Закинули бы фидер сюда, попало бы на фидер. Закинули бы закидушки, попало бы на закидушки, а мы кидаем спиннинги и ловим на спиннинги. И это, поверьте, друзья, интереснее. Чувствовать удар, потом тащить. Ну, прикольно, прикольно. Язи это тот еще боец. Вон они как прыгают. Особенно крупные язи, вообще красота. Друзья, это щука. Щука Янскадан. Вот тебе, красавица. Я очень рад видеть. Не крупная, но она возле дома. Заглотила до самых гланд. Так что придется тебя, наверное, успокаивать. О, нормально. Ай. Вот так вот. Вот такая вот щучка. Вдвойне рад, что это возле дома. Никуда не надо ехать. Янскадан. Так, друзья, у нас опять поклевка. Опять в траву. Нет, вот он. Вот он идет. Нет, в траву. Идет по дну. Вот он. Да, это язь. Это язечек, дружочек. Попал он. Ай-яй-яй. Так и поранится недолго. Я ведро забыл. Ладно. Сходим до ведра. Это уже у нас 8-й язь. 8 язей, 1 щука. Отлично. Так, друзья, у нас очередная поклевка. И зацеп. Ушел. Тройник зацепился в траву. И рыба ушла. Скорее всего, это был язь. Уже второй здесь с одного места. Вот туда вот далеко вот кидаю. И он бьет прямо сразу. Сейчас отнес рыбу в лодку. 8 язей, 1 щучка. Взял ведро, думаю, обследую чуть повыше. Первый заброс здесь, и прям сразу был удар. И это трава. Вот такой вот клочок травы. Я в кирзачах, был бы в бродовых сапогах, можно было бы заплыть, зайти прямо до той травы, покидать дальше, но я сегодня пешеход. Так, все, есть, нет. Вот есть. Вот он. Сейчас не дать в траву, главное. Все, траву прошли. Так вот, друзья. Очередной язь. Опять взял полностью тройник. Этот капитально взял. Ну, отлично.
завтра доктору скажу, а зачем куда-то нам ехать, когда можно прямо возле дома рыбачить. Посмотрим, что будем делать. Это будет завтра, как пелось в одной из песенок. Это будет завтра. Думает, что... Че, рыбу не ешь? Че ты ругаешься? Ругается то, что... Ага, я-то что, тебе хозяин, что ли? Ну. Думает, я ему покушать принес. Ей эта телочка, походу. Вот у них рефлекс-то, да? Увидели ведро и сразу бегом к ведру. А там рыба. Рыбу они не едят. Вот. Бычок с телочкой гуляют. Увидели меня с ведром, сразу ко мне подбежал. А там рыба. Рыбу не едят, а вот если взять рассол соленый, ох, как они его любят. Вроде и рыбой пахнет, и кровь там, и все такое, но то, что соль, видать, из-за этого. Им просто рассол обожают коровы. Да и все любят, и собаки, все, кашу добавляешь, они просто балдеют от него. Даже не видел, куда улетело. Где-то там. Сейчас зацепок траву будет по-любому. А может и не будет. В общем, вот так вот, друзья, иду потихонечку вверх, облавливаю каждые 5 метров. 5 метров пройду, где-то обкидаю так веером. И что-то мне аж перехотелось куда-то сплавляться. Если так вот будет ясь клевать, я потом замучаюсь их нести обратно. Скорее всего. Ну ладно, посмотрим. Может, там просто на тиховодье окунь поклюет. Или щучка. Но пока ветер, мы идем только, то есть никуда не идем. Потихонечку идем вверх. Языки. HD Honda, да? HDX. Пятисильный, наверное, вон бачок залил, тоже неплохой мотор. Относительно недорогой. Простенький, легонький, экономный. И не требует никакой регистрации. Так. Ну, сейчас вот точно должна быть поклевка. А ее нет. Так, друзья, есть поклевка. И неплохая поклевочка. Вот он взял на мушку. Может уйти. Не ушел. Не ушел, так не ушел. Значит, ты мой. Вот такая вот синенькая мушечка. С крылышками. Ловит все. Видно, нет? Жопа синяя, с полосочками, крылышки. Стариуса ловила, езя ловила, окуня ловила. Даже вроде щучку и то ловила. Мне это нравится. Мне это нравится. Вон, уже поклевка, он уже клюет. Только закинул, уже поклевка, но это возможно окунь или что-то поменьше. Чувствуется вес полегче. О, ушел.
Ну, заметили, поклевка была сразу после того, как закинул. Так что чуть-чуть вот посередине. Как далеко. О, нет, зацеп. Опять зацеп. И сейчас зацеп. Поклевочка, друзья. Что-то не крупные, но возможно это хариус. Окунь, 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 вот и окунь. Вот и наконец окунь. Я очень рад. Вот такой вот кусок. Просто, друзья, здорово. Я получаю огромное удовольствие. Прямо возле дома, считай. Никуда не уехал. Не надо тратить ни бензин, ни времени, ничего. Сходил на часик, порыбачил возле дома, получил удовольствие. Это, друзья, просто здорово. Все-таки прекрасно жить на берегу реки. Просто замечательно. Вот он, мой дом. Красавец стоит на горе. Вот она, моя печора. Так, у нас опять ударил. Опять боец. Сопротивляется хорошо. Опа, ушел. Ушел, друзья. Не дошел. Хороший кабанчик был. Упирался прямо руками и ногами. И не дошел. Вот здесь уж видно, наверное, было. Метра полтора не дошел до берега. Сход. Ну, ничего страшного. И тишина. Ну-ка. А вот так вот. На реке волна. Ветер так и не собирается утихать. Дует северный ветер. После вчерашней грозы похолодало. Гроза была страшная. Гремела, сверкала. Ого-го. Но это полный Армагеддон. Вон что творится. «20 минут назад, наверное, ну нет, минут 40 назад, наверное, приехал с Троицка. Успел вовремя приехать, успел вовремя занести вещи. И вон творится. Такое творится. Вон что творится, вон что творится. Это гроза, друзья, это гроза. Это я еще дома нахожусь. Представляете, если бы я был на улице. Последний день июня, 30 июня. Это рядом. Молния, сразу гром. Это ударило куда-то рядом.
Нормально вышел. Лодку спустить хотел, но думаю, чтобы завтра на машине. Здравствуйте. Пока ветер, думаю, чтобы утихнет, думаю, потом спущу без мотора завтра на рыбалку. Покидал сколько? Штук 8, наверное, я здесь щучку поймал, окуня здесь. Да? А я тут тоже ходил. Ага. Ниже твоей лодки. Тоже есть, да? Да, ну не 100 метров, а вот это. За полчаса пол ведра поймал. Здесь. Попал на этот, да? Да, они везде, вон тут вот, я здесь. Не знаю, как они там ходят. Косяк. Попал в одно место, кидаю, у меня каждый заброс есть. Так вон и они. Попадал. Я сколько штук 8 или 9-то точно уже есть. Один окунь, одна щучка вот попалась. Я говорю, мотор-то убрал, думаю, завтра это доктор хочет сухо приехать на рыбалку, хочет ехать. Так поедем. Вон ниже твоей лодки, там кто-то кидает. Во, видишь, вон. Видишь? Я говорю, далеко. Мы куда-то едем, блин, тут ехать не надо никуда. Вот, в Свете ездил, это тоже вниз, как это. Ниже там как сплавлялись. Ну. Утром ездили, потом вот ехали, у него там спиннинг сломался. Я после обеда вышел сюда, под носом, блядь. Язь наловил, язя. Ну и щучку поймал тоже. Ну, вот у меня одна щучка, один окунь и, наверное, штук 10 точно, наверное, уже есть. Это, считай, каких-то... Что-то у тебя блесенка. Обыкновенная вертушка. И сверху мушка у меня еще. Штуки 2 на мушку попала. А, ну тоже он на мушку ловит? Да, он на все берет. Как саранча. Ну, давай. Поехали, семейная рыбалка с детьми, с женой. Вот так вот надо отдыхать, друзья. Культурный отдых, так называемый. Правильно делают. Оля, мой земляк, братан у Сани, с кем мы были на Весновке, родной брат. Сейчас проживает в Ухте, приехал, видать, в отпуске. Хороший боец попался, хороший. Друзья, было 2 схода уже у меня. И вон 3-я поклевка. Блин, не такой крупный. Он сопротивлялся, было не меньше. Сопротивлялся хорошо. Тихо. Вот так вот. 4-й. Янцкадан. Я так понял, не такая-то и большая плотность у него. В общем, если стоять на одном месте кидать, то ничего интересного. А чуть-чуть понемногу передвигаешься, запутались, и поклевки есть. У нас поклевка. Язь. Стандартный язь, где-то полкилограмма примерно. Не поймали. Пятый уже на этом месте. В общем, сбился со счету, потом посчитаем. И десяток уже есть точно. Так что мы не только коту и белому, и себе. А еще и запас наловили. Это радует. Удар была, поклевка, хорошо. Кто-то борется, вот он. Арию, что ли? Нет, это язь. Блин. Ай-яй-яй. Аккуратнее, нимфа вошла в руку. Ай-яй-яй-яй. Больно.
Некоторые спокойные идут, некоторые буйные такие, аж трындец какой-то. Так, ловить-то хорошо. Как вспомню, что их надо будет чистить. Это... Так, у меня опять поклевка, хороший боец, вот он идет. Ну, вот он. Смотрите, какой он жирный. Ну, этот, наверное, самый крупный пока. Вот он какой толстенький. Вот он, друзья. Видно, нет? О, у нас один беглец. Ну ты какой. Так и норовит убежать. Клевочка. А у нас кто-то дергает. Где он? Ух ты, какой хороший. Вот такой вот очевидный красавец. Попал за глаз. Вот такой вот. Что-то у него какое-то ранение. У меня уже с ведра выпрыгивает рыба. Когда улов растет и растет и растет. Янцакада. Я уже забыл, что мне надо куда-то лодку перегонять. Мне здесь хорошо. Лодку, если что, завтра перегоним. Принесу мотор, да и на моторке перегоню. Или доктора посажу, пусть на моторке едет. О, была поклевка. Или посмотрим. Ветер, если стихнет, что, недолго. Пока ветер не стихнет, я точно никуда не поеду. Это будет шаг вперед, два назад. Так, у нас опять поклевочка. Издалека долго идет язёк. Окунь. Это, друзья, не язь, это окунь. Второй окунь сегодня уже. Что не может не радовать. Угу. Скоро все у нас с ведра выпрыгивать будут. Надо отнести лодку. Оказывается, у нас в Печоре не только язи живут. Еще есть и окунь. Есть щука. Жалко, харю кончился. О, здравствуй, жопа, Новый год. Ты куда он выпрыгнул, а? Назад. Так, вот он. Вот он, мой язь. Пока еще не мой. На мушку. На мушку взял. Взял на мушечку. Вот такую синенькую мушечку. Вот так вот. Будь молодцом. Не прыгай. Скажи, сейчас. Если ты прыгнешь, ты выпрыгнешь. Сходил метров 50 повыше, что-то там поклевок не было. Вернулся обратно. 2 заброса, на третий была поклевка. Так что он, получается, не везде еще и стоит. Где-то стоит, а где-то нет. Получается, течение бьет. Основной поток уходит туда на середину, а здесь типа тиховода получается, что ли. Ну, не совсем тиховод, просто течение чуть потише и травка есть.
будем идти обратно потихонечку к лодке. Оп-оп. Была поклевка. А ветер все не стихает. Что-то мне подсказывает, что никуда мы сегодня лодку не сплавим. Потому что мотор мы уже убрали. О, выпрыгнул. Все-таки выпрыгнул. И на место. Нет, так нет. Завтра. Может, ветра не будет, завтра сплавим. Сегодня все-таки мы не зря приезжали. Приходили. Ведро язей мы свое натаскали за какой-то час. Да, около часа, не больше. Получил огромное удовольствие. И рыбку поймал. И коту, и собаке. И, пожалуй, можно будет сегодня даже сделать и ребрышки. Посмотрим. Столько язя. Всяко надо будет перерабатывать. Че, батька много рыбы наловил? 2 щуки? Язя нет? А щуки большие? Понятно. А вы что, домой уже? Все, нарыбачились? Значит, Коленя у нас 2 щуки поймал. Уж неплохо. Не одна только. Ну там тиховод. Сейчас мы там, если ветер стихнет, все-таки сплавимся на лодке, наверное. А нет, так и нет. Скоро уже надо домой идти. Белый, наверное, у меня заждался уже рыбки. Вот сейчас поклевка будет по-любому. Чувствует меня. Чувствует рука. Ах, зря ты чувствуешь. Нет, не зря. Ах, ушел. А ведь был язь. Видали, да? Была поклевка, но, к сожалению, сход. У меня есть поклевка, есть язь на мушку. Может уйти. Не ушел. Зато вот этот второй раз все пытается уйти уже. Нести их в лодку. Ай-яй-яй. Аккуратней. Куда ты узлы вяжешь? Куда вот ты вяжешь узлы? Блин, весь перевязался. Здесь в песке будешь. Поклевочка. Еще плюс 1.
надергали? Молодцы. Прогулка с пользой для дела, да? Я спиннинг взял, думаю, кот просит свежатинки, думаю, коту хоть одного окуня или язя поймаю. В итоге почти ведро надергал. Язя на полкило за раз съедает. Так этот вот такого среднего, скажем, язя с чешуей, с кишками, с жабрами. Ага, не. Я специально дал, думаю, съест, не съест. Он съест, еще просит, я говорю, больше не дам. Потом отрыжка от него идет, блин. Лежит, брюхо толстое. Только. Он у меня рыбоед редкостный, блин. Так, друзья, у нас еще одна поклевка. Или уже нету? Уже нету. Была рыба, но не смогла пройти через траву. Зацепилась. Я, кажется, понял, где она. Гасится вот за тем перекатиком. Идет небольшой спад. И туда только близко плюхается, сразу берет. За травой вот там. Зацеп. Все, друзья, кажется, на сегодня рыбалка закончилась. Все. Скорее всего, блесну оборвал. Один. Минус одна блесна. Мушка на месте, и это радует. Все. Это знак, что надо идти домой. Запомним место напротив этого дома одинокого. Потом как-нибудь будет жарко. А там глубоко, наверное. Поискать, найду. Нет, так нет. Пойдем посмотрим, что мы поймали. Что же мы поймали? За час где-то, ну максимум часа полтора прошло, не больше. Вот такой вот наш улов сегодня. Сейчас сыпанем еще водички, чтобы это все промылось, песок, грязь лишняя. И давайте же посчитаем, сколько нам удалось поймать за 1 час, никуда не выезжая. Рыбалка рядом с домом. Ну что, поехали. Раз. Два. Вон какой кабан. 3. Здоровенный. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19 язей. 19 язей, этого точно коту. 19 язей, 2 окуня и 1 щучка. Ведро рыбы. Вот такое вот ведро рыбы. Грубо говоря, за час, максимум полтора.
Вот такая у нас получилась сегодняшняя рыбалка. Спонтанная. Приехали, чтобы отвезти лодку, сплавить лодку до того места, где есть съезд на машине. Но вместо этого порыбачили часик, получили огромное удовольствие, поймали ведро рыбы, 19 озей, 2 окуня и 1 щучка. Получается 22 рыбы на одно ведро. Отличный улов, я доволен, будет и коту, ну и нам перепадет. Так что завтра у нас намечается, друзья, рыбалочка. Через 2 дня приедем, денек отдохнем и будем штамповать наши ролики. Но это вы, конечно, увидите. Так что, друзья, смотрим наши рыбалки, не переключаемся. Отдельное спасибо тем, кто смотрит рекламу. Это какая-никакая все-таки копеечка. Друзья, всем спасибо и всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. Завтра новая рыбалка.